Так, ассаламу алейкум, сюрди köylausen maşuve. Assalamu Sюрdi alaikum. köylausen maşuve. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Все, убрал звук. Добрый вечер, всех приветствую. Сегодня 18 августа 2021 года. С нами снова Хусейн Исханов в передаче «Среда Исханова». Хусейн, Ассаламу Ашвай. алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Давно уже не виделись. Да. Поговорим сегодня. Да, тема интересная. Возникли, да. Да, тема интересная, связанная с ситуацией в Афганистане. Весь мир кипит, об этом только и говорит. И хотелось бы обсудить и расставить правильно акценты на все сложившееся. Хусейн, я хотел тебя спросить по этому поводу, по поводу вот самой войны в Афганистане. Как известно, война в Афганистане началась в 2001 году, в 2002 году, уже с момента 11 сентября 2001 года, когда были нанесены удары с самолетами по американским небоскребам. Погибло около 3000 человек, и американцам нужно было ответить. Усама бен Ладен, которого обвинили в этом всем, он прятался у них, в Афганистане. Они американцы потребовали выдать его, так как ранее Аль-Каида, который возглавлял Усама бен Ладен, наносила террористические удары по посольствам США. И американцы требовали еще ранее выдать Усама бен Ладен, не выдавали. И вот когда произошло вот это страшное событие в Соединенных Штатах, американцы решили ответить. Не знаю, с чем это связано, готовились ли они, не готовились ли, но сам факт того, что и в Ирак, и в Афганистан американцы зашли. И, на мой взгляд, этого не следовало делать, но с другой стороны, этот рассадник терроризма, который угрожал Америке, его нужно было как-то остановить. Наверное, можно было это делать какими-то точечными операциями, еще что-то. Но вот американцы зашли. И 20 лет, почти вот полноценно 20 лет до прошлого года, пока они не подписали мирный договор с Талибаном, они вот вели эту войну. Погибло несколько сот тысяч человек, около 150 по-разному, 200 тысяч некоторые говорят погибло. Американцев и вообще войск коалиции погибло около 3500. В общем, да, 2 с чем-то тысячи погибло только американцев, 3500 погибло в целом всех, кто пришел и в этой международной коалиции в Афганистан. Немцев погибло 57 человек, Германия потеряла, не помню сколько Австрия потеряла. Почти все участвовали в этой войне, все в этом мире, и кто входит в НАТО, в том числе и Турция. Турецкий контингент до сих пор там находится. И вот сейчас они выводят войска. Хусейн, я хочу начать с того, что все говорят о какой-то победе Талибана. Хотя Талибан был разгромлен, Аль-Каида была разгромлена полностью, вообще война была против Аль-Каиды. И потом Талибан, который защищал Афганистан, руководил Афганистаном, ввязался в войну с Америкой, самой сильной страной, между прочим. В отличие от России, американцы, как мы видим, затратили более 2 триллионов. Более 2 триллиона 300 с чем-то миллиардов, как говорят, только лишь на Афганистан. А вообще в целом считается, что от 4 до 6 триллионов потрачено на Афганистан и на Ирак. Вот на эти 2 войны и потом установление. Очень страшная коррупция, необразованность населения, особенно сельского населения афганцев. Короче говоря, беда бедой. Потому что уже 40 лет, как минимум, афганцы находятся в состоянии войны. И все сейчас начали говорить о какой-то победе
Талибана. Вот я хотел бы начать вот свой вопрос тебе с того, что спросить тебя о том, что была ли победа, как ты считаешь, это победа или нет? Ну, победа, мы видели, например, да, что такое коалиция, что такое, например, западные войска, их возможности с применением всех видов вооружений, которые у них есть. В общем, неограниченные у них возможности. Конечно же, о победе говорить здесь просто смешно. О победе легко вооруженных людей, там сколько их тысяч, 70 тысяч, больше, меньше, это все равно мизер, да, по сравнению с американской армией, с мощной американской армией. Как мы можем как параллель привести вот, ИГИЛ, да, который в Сирии недавно рулил, да, почти всю территорию занял ИГИЛ. И чем это закончилось, когда коалиция захотела этот вопрос закрыть? Очень легко они с этим справились. То есть здесь в данном случае Афганистан не является для Америки таким плацдармом, что они хотели бы там, как Россия, например, да, приватизировать территории, поделить ее на куски и пристегнуть потом в конечном итоге к России, да, как они обычно делают, паспортизировать население и потом сказать, что там вы ущемляете граждан Российской Федерации. То есть такой задачи не было. Задача, как ты вначале сказал, была наказать виновников после полета, после терактов 2001 года, когда башни-близнецы были взорваны, там на Пентагон самолет упал. В общем, вот после этого, конечно же, Америке надо было наказать каких-то людей, найти каких-то зачинщиков, виновников этой трагедии, которая там случилась. Это сделала бы любая страна, в любом случае любая страна, и даже наша маленькая Чеченская республика Ичкерия, если бы она еще как бы не была бы оккупирована, попыталась бы наказать виновников, которые бы что-то сделали с нашим народом, естественно. Поэтому Америка вошла, да, мы это не приветствуем, что вошла Америка туда, но до этого надо еще, знаешь, вспомнить одну вещь, да, что такое Афганистан и кто его вообще вот в 80-х годах. Хусейн, звук Бог погромче, или звук добавить, или же подвинуться чуть-чуть. Звук не знаю, как добавляется. Но... Ну, я тебя хорошо слышу просто. У нас да, пишут, буду что громче говорить просто, громче, наверное, придавать. Надо просто вспомнить 80-е годы, когда в Афганистан, мирный Афганистан того времени, вторгся Советский Союз, разрушил уклад этой страны, да, около 1 миллиона погибших людей, и за почти 11 лет войны, естественно, выросло несколько поколений абсолютно безграмотных людей. Эти безграмотные люди потом в дальнейшем научились воевать, научились применять оружие, использовать оружие, но в области образования, конечно, у них был огромный пробел. И примерно то же самое, что с нашим народом произошло за эти 2 русско-чеченские войны, где мы тоже имеем на сегодняшний день огромное количество необразованных людей. Вот эта необразованность, да, она приводит к тому, что радикализируется часть населения, к тому, что отвергаются какие-то достижения мировые, да, науки, техники и прочее. Ну, техники-то нет, но медицина, там, наука и прочие вещи, которые космос там и так далее, которые эти люди не хотят как бы воспринимать и считают, что это отрицает религия. И такими людьми очень легко манипулировать. Особенно если за этими людьми стоят какие-то силы, да, которые хотят привести этот народ и держать его в таком положении, чтобы, в общем, ни живой, ни мертвый, да, народ необразованный, естественно, он является очень слабым народом, неразвитым народом, постоянно сходит как бы с протянутой рукой. Поэтому Афганистан на сегодняшний день вот является вот таким. А то, что не победила, Талибан не победил, но мы видели, Талибан, когда пришел к власти, что они там творили, мы видели, да, это весь мир наблюдал за этим делом. Конечно, ни один народ
ни один народ не захочет иметь такую власть, которая будет убивать женщин, которая будет, в общем, эти средневековыми вещами заниматься. Ни один народ не захочет. А если захочет, то это уже как бы какая-то часть народа, которая считает себя элитой, да, вооруженной элитой, считает, что оно имеет право, берет как бы добровольно права Всевышнего на себя и пытается вот от имени Всевышнего наводить какие-то порядки. То есть это недопустимо ни в какой стране, ни в каком народе. То есть в Афганистане проходит вот то, что, о чем мы говорим, ну, совершеннейший беспредел. Вот на днях уже идет информация, что расстреляли демонстрацию из-за флага, да, там флаг их халифатский сняли, ну, который привезли талибы, какой-то белый флаг, его сняли и вывесили вроде бы афганский государственный флаг, и за это расстреляли людей, но это будет каждый все больше и больше. Да, эскалация будет. Эскалация, конечно же, будет, и она будет как бы и не то чтобы естественная эскалация, она будет еще подогреваться извне разными силами, которые заинтересованы, чтобы с одной стороны еще больше опорочить ИГИЛ, но ИГИЛ говорит Талибан, с другой стороны, ну, чтобы там не было порядка нормального, и чтобы какую-то страну типа России, да, Талибан или эти попросили, чтобы они пришли и помогали им в этой стране, какой-то контингент войск установили и так далее. Потому что Афганистан, знаешь, для Советского Союза, да, был очень важным как бы прибрюшьем, что ли, подбрюшьем Советского Союза. Когда я даже служил в армии, на политзанятиях, нам еще не было войны тогда, кстати говоря, в 1976 году, на политзанятиях нам очень много говорили об Афганистане. И говорили, что это подбрюшье России. Если Америка придет в Афганистан, она установит там ракеты свои, ракеты будут нацелены на Советский Союз, но тогда Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан и так далее, эти республики, тоже азиатские республики, были в составе Советского Союза. И с тех времен вот Советский Союз еще и нынешняя Россия пытается отдалить Америку немножко дальше от Афганистана, то есть от границ с Россией. Вот. И вся вот эта история, которая там происходит с Талибаном, естественно, связана с ФСБ России, ГРУ России и прочими делами, потому что Советский Союз их очень здорово поддерживает, и мы это видим, что лидеры приехали в Москву, и видим, что посольство Российской Федерации осталось там на месте, что Лавров с ними здоровается, все такое. То есть отношения приглашают России, в Кремль. Да, Талибан и Россия абсолютно дружеские, хотя в России этот Талибан называется как бы запрещенным в Российской Федерации, что комично звучит, конечно. Да. Хусейн, ну, возникает вопрос. В 20 лет американцы вбухивали огромное количество денег. Очень много усилий затрачено американцами. И вот читаю, вот только что сейчас был как раз и комментарий Мухаммада Technology Innovation, который говорит, что из-за коррупции народ просто не стал поддерживать власть, которая просто была пропитана насквозь коррупцией. И я тоже об этом читал, что на самом деле та власть, которая была установлена американцами, имеется в виду вот та марионеточная власть, которая как бы должна была создавать демократические институты и облегчать жизнь людей. На самом же деле, те деньги, которые закачивались, те триллионы, которые закачивались, вчера я слышал информацию, что чуть ли не половина было своровано. Вот из этих 2 триллионов, 2-300, ну там 800-900 миллиардов на армию и остальное на этим, ну, вот этой администрации, ну и народу. И из них половина, ну полтриллиона, ну баснословные просто деньги, те, которые афганцам никогда в своей жизни так афганцы хорошо не жили, как при нынешней вот этой системе, которую установили американцы и коалиционные войска. И как ты думаешь, Хусейн,
Хосе, свет чуть-чуть отодвинь, а то отражается лицо, я пока С этой поэтому. стороны. Вот с этой стороны, с другой, с окна, да. Чуть-чуть, а то слишком блик, да, может вот так получше. И опять блик, мне кажется. Вот так лучше, мне кажется. И как ты думаешь, почему люди, связано ли это с коррупцией, или же люди просто не захотели защищать власть, или они так поддерживают вот, фактически людей, которые запрещали учиться девочкам, которые отрубали руки, которые на площадях расстреливали людей, в принципе, и не только они расстреливали на площадях людей, но было такое. И почему народ не поддержал вот эту власть? Ну, Асан, вот, если параллель, немножко ты намекнул на это дело, параллель, если даже с нашей республикой сегодняшней, где там установлена марионеточная власть России, проводить параллель, то вот эти войска, которые сегодня, да, не вооружили до зубов полицейских и прочее, сделают то же самое, да, сделают то же самое, когда, например, русские войска уйдут, потому что эти люди, как правило, да, повязаны преступлениями, повязаны коррупцией, повязаны какими-то такими серьезными делами, кровью. И, естественно, народ, над которым они издевались, да, народ этого не забудет им, с одной стороны. С другой стороны, идут в армию всего лишь заработать. Они не идут туда служить, там, исполнять присягу и так далее, за родину, за папу, за маму. Не с такой целью идут в армию в Афганистане и в нашей республике то же самое. Идут просто, чтобы прокормиться, просто, чтобы заработать деньги. Потому что если платят деньги, если нет другой параллельной какой-то возможности заработать, рабочих мест и так далее не создают, то, конечно, у людей остается выход только идти в армию, где можно получить зарплату. А когда уже зарплату перестают давать, они же не пошли туда умирать. Да? Зачем им погибать? Зачем им погибать? И тем более потом знаем, что, как и в нынешней ситуации у нас, там брат за брата, папа за маму отвечает, та же ситуация и в Афганистане, потом могут страдать родственники и так далее. Эти люди прекрасно это знают и поэтому не хотят воевать с талибами, и считают это как бы неперспективным делом, да, воевать. И тем более, что верхушка самое главное. Верхушка, как может воевать, например, афганская армия, если президент Афганистана первый оттуда уехал? Да. Сел на самолет, улетел. То есть он оставил, как главнокомандующий, он бросил эту армию. Бросил народ. Народ бросил и уехал. Зачем солдату погибать? Солдат от этого ничего не имел, а этот, видимо, с огромными бабками, полными чемоданами, как Янукович из Украины, соскочил куда-то в Оман или куда-то, уехал. Сейчас в Саудовской Аравии говорят. Да, ну они вот дали ему политическое убежище. В любом случае, если бы президент был бы на месте и руководство Афганистана не сбежало бы, конечно же, армия, возможно, бы сопротивлялась, возможно, бы талибы не пришли так быстро к власти. Но так как власть фактически лишилась как бы головы, да, лишилась управления, вообще народ и армия, все это дело лишилось управления, естественно, само по себе рухнуло. Эту пирамиду, которую создавала Америка, она не была ничем как бы подкреплена. В общем, такая ситуация там, на мой взгляд. Ну, тогда напрашиваются параллели и той войны между Америкой и коалицией и Афганистаном, между Россией и Чеченской Республикой, Ичкерия. Я вижу кое-какие сходства. Конечно, есть и различия, но я хочу сейчас сказать по поводу сходства. Первое, это то, что обе войны начались приблизительно в одно и то же время, с интервалом 2 года, 1,5-2 года прошло. Сначала против нашей страны, и потом началась война в Афганистане. При всем при этом количество населения Афганистана, которое десятки миллионов насчитывает людей,
за все это время погибло 100 или 150, 200 тысяч человек погибло в Афганистане. У нас только вот за эту войну маленький народ, причем это была вторая война и много разъезжалось людей, погибло около 160 тысяч, 180 тысяч, да, в первую 120-140, во вторую 160, ориентировочно 180 тысяч. Россия более жестоко вела войну, более безразборно вела войну. Хотя, опять же, со стороны Америки и военнослужащих американских, в том числе американских, были и английские военнослужащие Великобритании, который убил безоружного человека, задержанного. Точно так же американцы, есть дела, которые на них возбуждались. Некоторые американцы и тот же англичанин получили сроки у себя на родине. Тот англичанин получил, по-моему, пожизненное за то, что убил человека, в отличие от Буданова, который единственный был и который получил, по-моему, 10 лет, что ли. И вот, несмотря на все это, те параллели, которые проводятся, и закрадывается такая мысль, а меня не видно, я извиняюсь, забыл переключиться. Несмотря на это, мы видели все эти кадры, как люди, сотрудничавшие с американцами, с коалицией, бегут, как только могут, срываясь, только пятки сверкают. Даже, как ты видел, садились на эти шасси самолета и пытались уехать. Ничего смешного, конечно, но просто вызывает это какое-то непонятное чувство сесть на шасси самолета и столько людей, и никто им не говорит слезайте. Я не понимаю. Это говорит лишь о том, об уровне образования этих людей. Сотни людей там. Эти не дети сидят. Было бы понятно, если бы сидел бы 12-летний мальчик на этом шасси. Сидят 18, 20, даже постарше там парни сидят. И вокруг бежит этого самолета, как дикари взлетающего самолета, даже вертолет впереди летит, разгоняет их, потому что эти люди не дают самолету разогнаться. Понятно, что боятся, понятно, что хотят улететь, но на шасси, чем улетать, в конце концов, лучше дать убить себя из оружия, чем плюхнуться с высоты. Хусейн, как ты думаешь, американцы вывозят всех, помогают, немцы вывозят, тоже обещали всех переводчиков, всех, кто с ними, кто им помогал, будут всех вывозить. Как ты думаешь, первый вопрос, Хусейн, будут ли русские помогать так коллаборантам, которые находятся у нас? И как ты думаешь, если где их могут принять? И меня тут поправляет, я сказал Саудовская Аравия, Арабские Эмираты меня тут поправляет, он получил Арабские Эмираты, как раз это друзья Рамзана Кадырова и так далее. Как ты думаешь, примут ли их, например, поможет ли Россия, если нет, то примут ли какие-нибудь страны их? Ты имеешь в виду афганцев, да, которые, или другие, или наших? Так называемых наших. Да, наших, доморощенных. Конечно же, Россия, как мы знаем, Россия относится к своим тем прихвостням, предателям очень плохо. И всю историю России, если мы посмотрим даже исторические какие-то моменты, когда люди верой и правдой, так сказать, служили России, они всегда их предавала или расстреливала, или сажала в тюрьму. Любой человек, я знаю, любой человек, который на сегодняшний день находится в Чеченской Республике, имеется в виду при должности, эти люди, на них заведены уголовные дела. Что интересно, вроде бы на них разработают. На них заведены уголовные дела. Вот есть такой известный Шаат Урлаев, такой деятель, который попал в плен, понятно, что попал без ноги в плен, его вылечили и так далее. Но он до сих пор, несмотря на то, что он так служит им, он до сих пор находится во всесоюзном или всероссийском розыске, это же нонсенс.
Это человек, который на них работает, который рискует своей жизнью, чтобы установилась русская власть там, да, в республике, и он же находится в федеральном розыске. А также можно привести много примеров, чтобы люди понимали, о чем идет речь, как Россия относится к своим предателям или вообще к людям, ну, лояльным им, да, даже если не предатели, дагестанцы у власти, которые были при вот последние, до прихода Васильева, да, когда Васильев стал, ну, из Москвы прислали одного генерала Васильева, он стал президентом, как бы руководителем Дагестана, и он всех руководителей, которые там были, просто пересажал в тюрьму, хотя те этот Дагестан удерживали всякими силами, всякими возможностями, чтобы там не было, не зрело какое-то инакомыслие, да, чтобы дагестанцам не приходило в голову отсоединиться от России. То есть наши или не наши, бывшие наши, они, конечно же, никому не будут нужны. Это может быть первый год-два, может быть, так покормят их немного, и потом о них, естественно, забудут. И абсолютно отношение к ним будет плохое. Тем более, если поменяется власть в России. Она рано или поздно поменяется, потому что дедушка Путин, уже дедушка, уже в возрасте, если он даже естественной смертью умрет, и то это уже будет уже скоро. Не затянется процесс. Поэтому здесь просто из общения с этими людьми, да, ну, я личного общения у меня нету, но вот такое я смотрю, там кто-то как-то общается, или их доводы, почему они это делают. Они говорят, ну, вначале, помнишь, были такие разговоры, вот надо все, что возможно из России взять, да, как бы выдавить из России. Ну, выдавили, хорошо. Россия бесплатно что-то дает, что ли? Они выдавливают за счет чего-то, за счет природных ресурсов, за счет земли, за счет жилья, да, потому что это все забирается в обмен на то, что они дают. Там какие-то деньги дают. Да, там, может быть, Кадыров, его окружение будет хорошо кушать, там огромные дома, хоромы, там князья появились у нас уже, как мы знаем, в общем, такие вот и семьи такие княжеские, да, якобы. Эти люди, конечно, для них там как бы рай на земле, так мягко говоря, да, для них построили. Но это же такая фикция, которая завтра буквально вот считанные какие-то минуты, да, перестанет существовать, перестанет быть их частной собственностью, потому что все это ворованное у народа деньги. Это не российские деньги, как там, если нам говорят, вот Россия вас кормит. Это репарации самые натуральные. Россия обязана нам еще очень много-много выплатить за весь ущерб нанесенный. Около триллиона. Да, это за депортации 1944 года ничего не дали, да, там 10 тысяч рублей, по-моему, было компенсации смешные вообще. Потом за эти две войны, за убитых людей, за покалеченных, за психологические разные травмы, которые нам нанесли, они огромные суммы нам должны. И поэтому то, что они там кидают копейки какие-то и говорят потом, Чечня является дотационным регионом, это все, конечно же, вранье. Вранье, как и все остальное, что связано с Россией. Поэтому здесь, если такую вот параллели, если как бы проводить, да, то, естественно, американцы, ну, оказались более как бы порядочными, да, цивилизованные, гуманные. Да, все же попытались забрать людей, которые они там использовали, хоть они предатели своего народа, хоть как бы не было, но в любом случае, как народ, может быть, считает или как-то либо их считает, но в любом случае они попытались этих людей не бросить на произвол судьбы. Что от России ждать, конечно же, никогда не приходится. Россия всегда бросает своих людей везде, хотя у них лозунг «своих не бросаем». Кого они своих считают своими, вот просто этот вопрос, да, кого считать своими. То есть чеченцев или называющих себя чеченцев, или косящих под чеченцев, скорее всего, правильно и так будет, да. Эти, конечно же, для них никакие не свои. Это однозначно. Ясно, ясно. Ну, здесь вот Ибраим говорит, просто разница в том, американцы пытались всему
пытались ему, афганскому народу, ну, помочь, а Россия только своему вассалу пытается. И тоже очень важно, кто-то тут чуть писал, я сейчас, видимо, пропустил, кто не вижу, что американцы предоставили возможность афганскому народу воспользоваться, да, воспользоваться тем уникальным шансом, не разворовывать те деньги, которые, а вкладывать в экономику, готовить кадры. Но вот это недоразвитость этого общества, необразованность имеется в виду, она дает о себе знать. Вот взял, карман засунул, а после меня и трава не расти. Вот такое вот восприятие у этих людей. И они реально озолотились, обогатились. Ну, Но... ты видишь, есть же не Америка и Афганистан только. Мы можем приводить примеры Америка, ну, там, Япония, Америка, Корея, Америка, Вьетнам и так далее, где Америка была, да, где после того, как Америка оттуда ушла, эти страны, эти народы сумели взять пользу от этой Америки, максимальную пользу, да, сумели получить образование, сумели получить технологии, развитие и, в общем, стали очень такими очень мощными государствами в плане научного развития. То здесь, в Афганистане, да, мы этого не видим, потому что за эти годы, начиная там еще с каких времен, ну хотя бы до 80-х годов еще Афганистан более-менее, я смотрел кадры, хроники, где люди там с книгами ходят, девушки учатся, парни учатся, ну, в общем, в науку как-то ударились, что-то было нормально. При Амин там был у них президент, Амин, которого российские убили, да, совершили переворот. Вот при нем, при этом, Амине народ достаточно неплохо жил. Но России нужно было недостаточно хорошее жилье самих афганцев, да, а нужен был свой человек, чтобы там был распространен коммунистический режим, социализм и так далее, и так далее. То есть все, что на все постсоветские вот эти государства пережили, то же самое должен был пережить Афганистан. То же самое на Кубе сегодня, да, вот это немножко недавно были демонстрации огромные. То есть Куба до сих пор живет в нищете, тоже не сумели от Америки взять пользы. Но Афганистан, к сожалению, да, к большому сожалению, упустил этот шанс. Америка навряд ли обратно туда вернется, и Афганистан, в принципе, развитие ближайшие, ну, не знаю, по моей перспективе, 10 лет, по крайней мере, там ничего хорошего ожидать не надо. Все это будет только рушиться, все это будет радикализироваться, естественно, да, потому что эти люди, которые пришли к власти, это абсолютно необразованные люди, это видно по ним, необразованные, да, там они могут хадисами, могут цитаты из Корана приводить, но это уже как бы к науке мало отношения имеет. Поэтому здесь при строительстве государства надо использовать совершенно другие рычаги, надо дать свободу народу, надо дать возможность народу учиться, женщинам надо дать возможность учиться, потому что, как мы знаем, если раньше женщина не считалась, да, как бы человеком, грубо говоря, даже в царское время по переписи населения, я вот читал книги по переписи населения царской России, там считали, например, дом по дыму, шел дым, там, например, село какое-то или деревня, вот там 5 или 10, 20 дворов, да, дымов. И каждый дым считался за семью. И вот там написано, да, ну какой-то мужик, да, имя, фамилия этого мужика, ну фамилию дали, имя такое-то, один мужчина или два мужчины по имени, да. И вот там женщина, да, ни имени, ничего нет. Одна-две женщины, 3 лошади, там 2 коровы. То есть женщина даже как не засчитывалась как член общества. Эти времена уже давно ушли. Мы сегодня видим, что женщины стали выдающиеся ученые, да, в медицине они очень далеко ушли, в науке, медицине, в образовании. Везде, куда мы ни посмотрим, везде пашут женщины наравне с мужчинами. Поэтому если общество разделить на как бы
женщинам запретить работать и учиться или преподавать или что-то такое, да, то эта женщина, что этот народ обнищает сразу. Мужчины не способны вести все это хозяйство. Да, там будут врачи, но есть, например, должны быть женские врачи, детские врачи, где женщины более лучше справляются. Женщины, как педагоги, тоже очень хороши. Социальные работники. В любой сфере у женщины и в науке тоже женщины очень сильно заняты, должны быть заняты, по крайней мере. Весь этот потенциал, они, если не разрешат там, девочкам как бы учиться, и для нас тоже это очень важно, для чеченцев, потому что мы тоже мусульмане, и если мы будем радикализироваться, по примеру талибов и ИГИЛа, то нас тоже ждет вот печальная участь. Да, мы можем наблюдать сегодня картину в Афганистане, примерять на себя, если мы станем вот такими, что нас будет ожидать, да? Потому что мы из 96-го года победы, 96-го года и выборы 97-го года до 99-го года фактически, если так не кривя душой говорить, да, почти создали то же самое. Да. Мы начали заигрывать с религией, мы начали, как бы, эти радикальные люди, которые появились в этот период, невесть откуда, они начали нагнетать обстановку, они начали использовать религию как политический инструмент, и потом уже привели к краху фактически нашей республики. Да, Хусейн, в связи с этим я хотел бы одну вещь сказать, свое наблюдение. Мы часто говорим, что Россия использует свои спецслужбы против нас. Мы говорим, что русские говорят, что это Запад, Америка, Англия, там свои спецслужбы используют. Там присутствуют турецкие спецслужбы и так далее, и так далее. Но мы всегда забывали вот про пакистанские спецслужбы, с которыми даже наши первые лица или экс-первые лица наводили контакты, пытались как-то с ними получать с них деньги. Ну, фактически, можно сказать, брать их себе в кураторы, да, стать их проводником их воли. И не случайно Кавказский Эмират, который разделен на несколько вилаятов, также не случайно появился, не случайно вот эта параллель между Афганским Эмиратом или Эмиратом, который тоже есть свои провинции, это те же вилаяты, это области, земли. И не случайно вот то, что Кавказ-центр вот просто восхищался этим Талибаном. Американские, я буквально вчера читал американские доклады разных спецслужб, которые еще с 80-х, 70-х годов, когда занимались Афганистаном и когда зарождался только вот этот Талибан, говорили о том, что это все вот, связь идет с пакистанскими спецслужбами. Там среди этих людей пуштуны, ну в основном вообще Талибан это пуштунская вот эта тема, чисто национальная пуштунская, и нам на Кавказе надо стать пуштунами, как говорит там Кавказ-центр нам. И вот эта связь просто четко нам показывает, если посмотреть на Афганистан, что нас ждет, если пойти по этому пути. Да, это не принимание ни в какие международные институты автоматически. Это лишение нас всех технологий, развития и так далее, и так далее. Будучи в Европе, мы будем таким европейским Талибаном, которым можно очень хорошо Путину, покойному Примакову и другим мерзавцам и бандитам управлять и влиять на процессы в Европе, используя нас, чего мы категорически не можем позволить. Это вот мое наблюдение. Очень Талибаню войнещик. Это правильно, ты абсолютно правильно говоришь, поэтому мы вот эти беседы, когда ведем, да, мы постоянно должны приходить к тому и говорить о том, к чему мы должны стремиться, да, мы все же в дальнейшем, какое у нас должно быть государство, это надо часто упоминать, потому что
Я здесь даже, живя в Австрии, да, от Мгм. людей слышал, от людей таких радикальных взглядов, что вот у нас будет шариат дома, вот мы построим шариат, мы там будем потом голову отрубать и так далее. То есть у нас есть конституция, да, конституция Чеченской Республики Ичкерия, где там четко и ясно написано, что государство Чеченская Республика Ичкерия является светским демократическим государством. Правовым государством. Основная религия ислам, и все, больше ничего там, ни халифат, никакой Талибан, ничего другого нету. Если мы хотим жить в международном сообществе, если мы хотим жить, знаешь, на территории 17 тысяч квадратных метров, не будем из себя мнить по земли, да, то мы еще каким-то образом сможем влиться в это мировое сообщество, будем уважаемыми в этом мировом сообществе, какую-то нишу там займем. Если же мы будем быковать и говорить, нет, мы там вот такие крутые мусульмане, то нас ничего не ожидает, абсолютно ничего хорошего не ожидает. Ни одна страна нам не позволит построить ничего такое, да, подобное Талибану, Эмиратам и так далее, потому что, во-первых, это нам самим не надо, да, потому что в нашем государстве проживают не только чеченцы, и не только мусульмане, но и другие люди, да, других конфессий. И мы рады, что они там есть, и это наши граждане, да, они такие же равноправные должны быть, как и чеченцы, и мусульмане, и не мусульмане, и все должны иметь равные права. Поэтому говорить о том, что мы там построим для себя, чисто для себя какой-то пятачок, да, это неправильно. Вот этот пятачок надо у себя строить в душе, строить где-то для себя лично. Каждый человек должен ограничения делать для себя, но он не имеет права делать ограничения для других людей. Всевышний не дал такой возможности, не дал такой как бы права, да, брать у него какие-то полномочия и объявлять себя пупом земли от имени религии. Что часто мы слышим, да, как на примере тоже Талибана, что это Талибан пришел к власти, и это такие же пуштуны, там какие-то другие, хазарийцы или кто там, таджики, узбеки, которые в Талибане есть, в этой организации, ну, люди, если взяли в руки автомат, это не обозначает, что он сильнее другого человека. Ну да, там пуля может быть сильнее, но сам человек правами, да, наделен должен быть одинаково, что ты с автоматом, что без автомата. Но если ты этот автомат используешь как орудие насилия, причем что не будучи не избранным, будучи не там, уполномоченным Всевышним, да, то ты такой же преступник, как преступник, который грабит людей, да, на улице, какой-то хулиган и так далее. То есть никакой разницы между этими людьми нету. От того, что они риторику применяют исламскую, там, от имени Аллаха стреляют человека или просто так стреляют человека, этому, в которого попадает пуля, все равно от кого погибнуть. Ему надо жить, и в него стрелять ни под какими девизами нельзя. Поэтому здесь в нашем случае, да, я просто рад, что какая-то часть населения, хоть это кощунственно звучит, да, выехала из российской, как бы теперь оккупированной Чеченской республики, выехала на Запад, в Европу, и какая-то часть населения все же, да, не будет радикализирована здесь, все же будет образована. И вот эти образованные люди, с их помощью мы в будущем создадим вот это государство, о котором мы мечтаем. Государство, где, как на примере Австрии, там, Германии и других государств, где права человека не будут ущемляться, где будут социальная справедливость, рабочие места людям, там, жилищные условия будут создаваться и так далее, и так далее. К этому надо стремиться, не к средневековью, да, чтобы на осликов садиться и ездить, а наоборот к прогрессу. Когда мы слишком много говорим, вот я иногда пишу там, да, в это время, да, когда много говорят о религии, когда много говорят, как бы, знаешь, о запретах разных, да, о таких страшных запретах каких-то, или вот опять-таки, где в оккупированной Чеченской республике охота за джиннами, целые там больница какая-то, где джиннов изгоняют и так далее, или там всяких колдунов отлавливают, да,
Вот хочется этим людям показать на Илона Маска и сказать, смотрите, чем люди занимаются. Вот чем вы занимаетесь, да, и чем занимаются люди. Эти люди уже окутали Землю, во-первых, да, виланом, интернетом. Вот этот Маск летает на Марс, уже готовит экипаж на Марс. То есть прогресс настолько далеко ушел от мусульманского мира, что мусульманский мир не скоро это догонит. Достаточно даже вот этого интернета, по которому мы общаемся, да, достаточно телефонов, которыми мы пользуемся, чтобы понять, насколько далеко ушел мир от нас. И поэтому наша задача, чеченская задача, максимально учиться, максимально просто нам надо пропагандировать учебу, и не просто учебу там, в экономической сфере или в какой-то другой, да, а учебу вот, инженерии, электроника, инженеры, строительство, архитектура. Вот этих людей нам надо больше готовить и надо пропагандировать, чтобы наша молодежь шла именно туда учиться. А для этого, конечно же, нам нужен доступ к этой молодежи, которого, к сожалению, тоже не очень много, да, потому что молодежь, как я раньше тоже уже говорил, есть как бы разделена, как бы, знаешь, между старшим поколением, да, и молодым поколением. Абсолютно у нас нет завязки никакой. Мы живем как бы отдельной своей жизнью, молодежь уже живет в совсем другом измерении. То есть до них даже достучаться сложно. Мы занимаемся, например, пытаемся говорить о том, что наше государство оккупированное, а молодежь даже не знает, что такое государство у нас есть, что оно было. Да, настолько далеко мы по вине вот нашего поколения, эта молодежь в неведении, чем занимались их отцы, братья старшие, да, за что они погибали. Абсолютно вот этого знания у них нет. И это очень печально. Да, уровень образования имеет большое значение для построения любого общества, тем более такого сложного общества, сложного института, государства. Это очень сложная система, потому что нужно быть сейчас, в наше время, нужно быть очень образованным. Хусейн, и вот тут вопросы возникают, что вот у нас есть государство, и этих людей это государство, по всей видимости, не устраивает, задают вопросы, говорят, что вот, ну, намекается на то, что нужно жить, ну, говорит тот, что якобы мы с тобой, которые сейчас это обсуждаем, не являемся мусульманами, потому что какой-то аноним предпочитает нас считать таковыми, потому что мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации, иметь будущее нашей страны и так далее. Как ты считаешь, Хусейн, если бы у вас в Австрии сейчас вот этот умный человек захотел бы построить шариат, или же поехал бы он в Турцию, мусульманскую страну, в Турцию, преобладающее мусульманское население. Если бы он поехал бы туда и решил бы изменить конституционный строй, который построили... Аслан, сейчас я просто вот очень хороший вопрос ты задал, да? Вот смотри, вот я показываю, вот это вот опросник, написано «Мусульмане в Австрии как часть общества». Исследование, проведенное учеными Венского университета. Вот это опросник, да, тут вопросы, надо отвечать на эти вопросы. Я знаком с одним политологом, он работает в этом университете, вот он меня попросил провести вот опрос. Вы являетесь важным членом австрийского общества. Мы были бы рады, если бы вы ответили на несколько вопросов о своей жизни в Австрии, своих желаниях и позициях. Ваши ответы анонимны, поэтому вас идентифицировать невозможно. И вопросы, вопросы. Вот, это просто ужас. Это же надо, да, нам мусульманам, в Австрии жить, да, и чтобы Венский университет о нас так думал. Вот несколько вопросов просто. Кто вы в вашей религии? Отметьте все подходящие варианты. Суннит, шиит, алевит, атеист, агностик, принял ислам, другое. То есть никаких шансов, да, там нейтрального что сказать нету.
насколько в Австрии вы довольны? Пожалуйста, ответьте на вопросы. Вашим доходом вы довольны, вашим жильем, тем, как к вам относятся немусульмане, отношения с вашими немусульманскими соседями, вашими дружескими контактами с немусульманами, вашими возможностями получить хорошее образование, представление интересов мусульман в политике, насколько хорошо, по вашему мнению, ваши интересы представлены исламским сообществом Австрии, правами мусульман, учреждениями для мусульман, мечети, организации. Насколько вы доверяете немусульманам в Австрии? Вот, просто я так, без ответа. С моими лучшими друзьями меня объединяет та же религия, тот же пол, та же страна происхождения семьи, тот же народ, этническая принадлежность, те же родственники и так далее. Насколько вы религиозны? Очень религиозны, довольно религиозны, частично. Как часто вы проводите время с Кораном? Представляете, вот вопросы, да, такого характера, что просто я детям своим дал и почитать, и там людям, они на 3 языках это напечатали, дал там нескольким этим людям, и даже молодежь в шоке от этого вопроса. То есть это говорит, да, вот о том, что ты сейчас сказал, да, это говорит о том, к чему мы своей болтовней религиозной, да, ничего не делаем, а просто религиозной болтовней, как этот из Вены, который болтает, сидит в этом, сидит там, зарылся под этими никами, да, и пишет, и дезориентирует молодежь, посылает их в Сирию, там еще куда-то, сейчас к талибам будут, наверное, агитировать. Ты про Кавказ-центр? Да. Ага. Да, он как раз позавчера ко мне заходил. Мат был как у московского сапожника, такой отборный у него. Это по исламу, наверное, у них. Это ужас просто. Эти все вопросы, да, это очень много вопросов, все буквально содержат религиозный характер. Я просто в шоке от этого вопроса. Мы сейчас хотим на немецком языке с детьми сделать передачу, да, и немножко разнести, объяснить, что мы не такие. Но когда мы это начинаем объяснять, вот находятся эти люди, да, которые говорят, нет, мы такие, мы радикальные, да, мы там Кавказ-центр, мы с талибами, мы с палестинцами, да, против Израиля и так далее, и так далее. То есть там есть несколько вопросов и про евреев. Как вы к евреям относитесь, к Израилю относитесь и так далее. То есть все эти вопросы провокационные и зависят. Они только приезжим, Хусейн, или австрийцам тоже эти вопросы? Нет, это мусульманам, чисто мусульманскому обществу. А про евреев, ну, было бы хорошо и у австрийцев спросить тоже. Потому что бы, конечно, вот антисемитизм и в Австрии есть, никуда не ушел, скажем так. Австрийцы у себя дома, они уже там свои отношения к евреям показали в 40-х годах, да, во Вторую мировую войну. Они это показали. Они сегодня просто боятся что-либо говорить, но отношения мы их не знаем, да. Ну, на сегодняшний день более-менее толерантные, конечно же, да, вынуждены. Но дело, они-то у себя дома, им деваться некуда. Но речь идет о нас же, да, о людях, которые из-за 2 войн приехали в эту Европу, хотим адаптироваться, хотим интегрироваться каким-то образом, чтобы наша молодежь училась в вузах, да. Вместо этого мы начинаем здесь вот эти религиозной риторикой, мы начинаем портить сами свою жизнь. То есть на самом деле, да, кроме болтовни религиозной, ни абсолютно никакого ни муслимского, ни исламского поведения у этих именно людей нету. Это все вот эти люди, да, ну, как они сами там любят это слово, мунафики называют, да, лицемеры. Это лицемеры, самые натуральные лицемеры. Они говорят одно, они там красивые слова говорят, они хотят, чтобы ты был под ихним колпаком, ты делал все, что они говорят, да, ты там кланялся им, ты исполнял их волю, но сами не хотят ничего исполнять. Я их знаю, да, и очень хорошо знаю, поэтому ты даже если день с ними проведешь, полный день, увидишь, что они просто ужасные люди, лицемерные люди. Поэтому нам надо каким-то образом вот влиять на и политику нашего государства, где мы проживаем, и политику в отношении всех мусульман, потому что мы вынуждены это делать. Я не могу себя, как они пытаются сказать, что я не мусульманин, да? Я мусульманин, ты мусульманин, мы все мусульмане, но по отношению к ним, да, по сравнению с этими людьми, мы искренние мусульмане, мы верим
во Всевышнего, мы верим в свой народ, мы любим свой народ и хотим все сделать только хорошее для своего народа. А эти люди, да, вот эти лицемеры, они хотят нагадить только. Они нагадили уже не единожды, да, нагадили в Чеченской республике, когда привели эту ситуацию к войне, нагадили уже здесь, в Европе, да, своими выкриками, где нужно и не нужно, с этими отрощенными бородами, ходят, пугают людей только, и ничего абсолютно исламского в этом я абсолютно не вижу. Поэтому... Хусейн, тогда смотри, сейчас освободилась, Талибан взял Кабул, почти весь Афганистан, молодое новое государство средневековое, которое строят Талибан и пуштуны, да, и к исламу это имеет только такое опосредственное отношение, как коммунизм имеет отношение там, к Сталину и так далее, потому что тоже непонятно, да, вывески есть, а реально справедливости и так далее нет. Хотя надо признать, что талибы, в отличие от предыдущей власти, до еще войны вот этой последней в Афганистане, старались, но при всем том, что они делали, и вот связи их с террористическими группировками, разными аль-Каидами, они начинали вести войну во всем мире. Я думаю, сейчас уже они так себя опрометчиво вести не будут, потому что просто американцы видимо, сложилась такая ситуация, что американцев, которых втянули в эту войну нападением на этот 11 сентября 2001 года, и если верить Константину Боровому, которому нет оснований не верить, что это готовилось при помощи ГРУ, да, Аль-Каида. И этот Усама бен Ладен был вот в эти пакистанские спецслужбы Талибан, людей внедрен, и потом они были вынуждены согласиться, просто, грубо говоря, втянули в войну целую страну для того, чтобы там какие-то личные или какие-то там больные фантазии или личные интересы пакистанских спецслужб или больные фантазии там кого-либо реализовать. И вот сейчас освободился Афганистан для талибов. И теперь вот те люди, о которых ты сейчас говорил, было бы хорошо, если бы они бы уехали бы туда, и я бы как-нибудь помог бы им с билетами. А то они так много говорят мне про то, что они строят шариат, какой-то там халифат, а реально сидят тут и проедают кафирский социал, не работают. Вот за сколько лет люди здесь живут и не работают вообще. И при этом еще умудряются строить дома, там посылать деньги, ездить домой и так далее. Как ты думаешь, Хосе, нужно ли им организоваться и всем перебраться на землю шариата, о котором они так пекутся? Ты знаешь, если бы они не были лицемерами, да, они бы это и сделали бы. Но так как они лицемеры, призывать их бесполезно к чему-либо. Потому что дома, да, когда после первой русско-чеченской войны, после того, как народ победил фактически, да, народ, армия наша победила российскую армию в первой русско-чеченской войны, вот победу, нашу победу использовали именно эти люди. Эти люди обогащались, эти люди связались, например, с братьями-мусульманами, там завозили лекарства, продавали лекарства, на эти лекарства шикарно жили, строили. Халимов, по-моему, этим занимался, да? Халимов, да. Например, я даже, будучи депутатом парламента, ну, представь, не имел вообще никаких возможностей даже зарплату получать. Эти люди, откуда они, не знаю, брали? Вот такие хоромы успели за эти какие-то 2 года понастроить. Да. Хотя стартовые возможности, да, у нас у всех после войны были одинаковые. На нуле. Или даже минусе были. Нуля, да, потому что надо фундамент почистить от старого дома и уже новый строить. Представь, вот как это возможно? Я просто не понимаю этих вещей. Кроме коррупции, да, коррупции там невозможно было, коррупции как таковой не было, потому что не было бюджета, не было каких-то таких денег, да, из которых можно было что-то, по мелочи воровали, наверное. Но все вот это шло из арабских стран, все вот это Удугову помощь, например, да, там исламский порядок, все эти хозяйства.
который огромные деньги он имел. Потом он даже у Дугова, например, после окончания Первой русско-чеченской войны, будучи министром информации и печати, он приватизировал сотовую связь, которую русские оставили специально, да, и вот эти телефоны, трубки были тогда, телефонные трубки с номерами, которые любой дурак мог прослушивать на каждом углу. Были прослушки, специальные сканеры, мне показывали, как прослушивать любого, записывали друг друга, шантажировали. Это специально было сделано русскими, чтобы вот эта сеть была такая доступная, да, для прослушки, чтобы потом манипулировать этими людьми. Да. Все равно по телефону что-то ты говоришь, правильное, неправильное, болтанул что-нибудь лишнее, да, люди записали, потом тебя начинают шантажировать. И к концу уже 98-99 года у Дугова, правительство Чеченской республики Ичкерия, у Дугову заприватизированный государственный вот этот телефон задолжал $1 миллион. Чеченская республика задолжала. Чеченская республика у Дугова, министру. Нормально. Нормально министр у нас получал. Вот так они и жили, понимаешь. Где тут ислам тогда? О каком исламе речь, когда республика была в руинах, как мы знаем, да, у людей вообще не было крыши над головой, люди ютились вот из своего дома, восстанавливали какую-то одну комнату, да, где там продувалось и такое, и пытались как-то выжить. А в это время вот эти люди, да, хапали, строили, там, воровали, грабили, все что угодно делали. И сегодня они хотят прийти к власти именно для этого, больше им ничего не надо, чтобы сесть на этот чеченский бедный народ или на какой другой, кто их посадит на шею, да, и будут там наускивать: о, ради Всевышнего вы должны, все, давай вперед. То есть мы будем в роли ослов, да, они будут на нас ездить, зарабатывать деньги. Вот этого они хотят. Так не получится. Так нельзя, чтобы получилось. Мы нормальные, здравомыслящие люди, нас много, нас немало, мы должны в любом случае пресекать эти посягательства на то, чтобы наше государство вергнули опять вот этот Талибан или какое-то такое состояние, как Талибан, да, первобытный общинный строй. Нам это не нужно. Мы хотим строить цивилизованное, развитое, демократическое государство, где каждый человек будет иметь право, равные права со всеми другими, вне зависимости от религии, национальности, цвета кожи и так далее, и так далее. Я помню, Кавказ, по-моему, назывался ТВ, да, этого Удугова канала. Кавказ ТВ, дверись, да? Я приезжал из Петербурга домой, и когда включал вот этот канал, который у нас был, там постоянно была вот это, в голове у меня осталось: о, Димон, муслимон. И постоянно крутилась эта песня, и она тебя должна была, ну, она поднимала особенно молодого духа, и такое желание было сделать какую-нибудь отчаянную вещь. И вот так сложилось, как сложилось. Хусейн, здесь люди, сейчас я видел комментарии, которые говорят, что мы, вот я забыл его имя сейчас, что он говорит, агент FireX. И причем я заметил, у нас появляются здесь новые какие-то ники, они английские, сейчас, раньше арабские были, вот эта вязь, теперь они уже английские делают, и он тут говорит, что я заговорил как русские, как их враги, как наши враги русские, езжай сам туда, говорит. Короче говоря, они строят шариат, но они его не хотят. Они хотят его на словах, и вообще этих людей, вот я бы хотел бы тоже обратиться, уже 3 года, наверное, я уже публично уже здесь говорю, и до этого уже 6 лет я здесь в Европе, и со всеми уже переобщался, почти со всеми. Я не вижу вас, вот мы вас не видим, где вы, строители шариата, никто не призывает вас воевать. Ну, говорите, пишите, распространяйте информацию о тех преступлениях. Не говорите о Кадырове только лишь. Говорите о России, о геноциде, о военных преступлениях. Откапывайте информацию про разных
военные преступления, массовые убийства. Делайте, но почему у вас нет? Вы говорите, вам возглавить надо. Вот раньше говорили, если бы Рубати ушла бы, то правительство во главе с Ахмедом Закаевым, оно бы просто взлетело бы по популярности. Теперь же начали говорить, что Рубати хочет уехать домой и так далее. Этих людей не поймешь. Они просто болтают ради того, чтобы болтать. Не ради какой-то пользы, а просто для того, чтобы уколоть. Как ты считаешь, Хусейн, мы говорим то же, что говорят русские, уезжайте в Афганистан, или нет? Но здесь вопрос, по-моему, немножко другой. Там написано, как говорят русские, это мы говорим, что чеченцы не Ты работают. заговорил, да. Да, здесь чеченцы работают. Мы говорим именно о какой-то определенной части этого населения, чеченцев, которые радикализировались, и которым харам работать. Да, мы об этих людях говорим. Когда мы что-то о чеченцах говорим, мы не говорим о нормальных чеченцах. О нормальных чеченцах подавляющее большинство. Мы призываем вот этих подавляющее большинство нормальных чеченцев быть немножко активнее, и все, чтобы за них не думали, за них не говорили, и их не радикализировали. Их в любом случае, если нормальный человек сидит дома, вот как на примере даже того убийцы, да, из этого Франции, который учитель отрезал голову, какой-то молодой шнырь, да, 18-летний, отрезал голову, но он оказался якобы чеченцем, что тоже я, честно говоря, сомневаюсь в том, потому что жестокости от чеченцев никогда в своей жизни не видел. Если он настоящий чеченец. Прошел 2 войны практически, да, боя. Не видел, да. Здесь большой вопрос, был ли он, во-первых, чеченцем, но даже если он и был, да, в любом случае, независимо от того, в какой мы стране живем, да, нас это всех коснулось. Я живу в Австрии, меня это коснулось, потому что любой говорит, ваш чеченец отрезал голову. Вот эти вещи мы должны пресекать. Мы нормально кто считает себя нормальными людьми, мы должны быть активными в этом обществе, где мы живем. Это называется интеграция. Нельзя сидеть и говорить, я же хороший, я же ничего не делаю. Но кто бы хороший, какой бы ты ни был, да, все равно эта беда приходит к тебе домой. Все равно этот имидж приходит к тебе домой. Даже в подъезде, если у тебя живут другие люди, другой национальности, и они знают, что ты чеченец, сразу, если что-то случится, где-то что-то, кого-то убили, или что-то случилось, взорвали, что-то такое, первым делом сразу, это сделали чеченцы, да, и ты, сосед, тут попадаешь под их поле зрения, да, и у тебя к тебе такое, не ненависть, может, опасение, что-то такое проявляется у соседей. То есть мы избежать этого не можем. Наши дети в школе то же самое подпадают под это влияние. Кто учится в университетах, то же самое. Я со студентами тоже разговаривал, то же самое. Что-то случается, обязательно о них говорят. И многие студенты даже не признаются, не говорят, что они чеченцы, они просто студенты. То есть они думают, что этим они могут себя обезопасить, бедолаги, да, что они не говорят, что они чеченцы. Они, наоборот, делают плохо. Если чеченец студент, он должен кричать об этом. Потому что бандит-чеченец кричит об этом. Кто голову отрезал, он же кричит, и его отец, он кричит, он говорит, мой сын хороший парень. А тот нормальный чеченец, который учится в университете, да, он молчит, он не говорит, что он чеченец, понимаешь? И в итоге мы получаем на чашу весов плохих чеченцев видно, а хорошие спрятались. Тогда это мы сами себе делаем плохо. Да, Хусейн, здесь вопрос Нохча задает. Хусейн, русские заполонили Чечню. В основном не те, кто жил раньше, то есть не наши граждане, а другие, не имеющие отношения к Чечне. Главное, не местная власть принимает, главное, их местная власть принимает и обустраивает, дает квартиры, работу и так далее. Я не знаю, в чем вопрос, комментарий такой. Что скажешь? Это, знаешь, это практика заселения территорий, оккупированных территорий русскими, это не новое явление. Крым заселили огромное количество людей. После оккупации Крыма переселили в Крым очень много людей. В советское время по распределению, кто-то заканчивал техникум или вуз какой-нибудь, и посылали по распределению молодых учительниц и так далее к нам
там, учителями или там, на заводы, на фабрики, лаборантками, водителями трамваев и так далее, и так далее. То есть это делалось для того, чтобы вот эти молодые девушки, ну, как бы, ну, для того, чтобы совратить, в общем, чеченцев, да, для того, чтобы совратить молодежь. Потому что эти люди, вот эти шабашки тоже, кстати говоря, тоже было сделано, специально создавалась безработица, чтобы наша молодежь выезжала за пределы Чеченской Республики в Россию. Там, естественно, все это доступно, водки, там, селедки, танцплощадки и так далее. Знаем мы там по молодости все такое. И это доступно. И потом этот багаж знаний, которые они приобретают в России, они привозят домой, а для того, чтобы им скучно не было, присылают живой товар, да, для развлечения. Это делается. Потом от этого рождаются какие-то браки, создаются соседские, дружеские какие-то дела, да. И в основном страдает наш народ из-за этого. Поэтому практика переселения, она есть. И мы, когда как бы очистим от оккупантов, конечно, в этом плане надо навести порядок. Потому что мы знаем, как Литва, да, Латвия до сих пор не дала гражданство этим людям, которые там живут, если они не знают язык. Первым делом надо, вот как мы здесь в Австрии живем, если я не знаю, не выучу язык B2, то я не могу получить гражданство. Почему в моей стране, в моей республике русский, который приехал, 2 слова не может выучить по-чеченски, ему надо давать гражданство. Это же совершенно ненормальные вещи. Когда мы будем государством, где оккупируем свою территорию, конечно, мы будем принимать такие законы, где люди, которые будут у нас жить, будут претендовать на гражданство, вне зависимости от того, когда они приехали и когда стали жить в этой республике, они обязаны будут посещать курсы, обязаны будут учить чеченский язык, родной язык этого государства. Тогда мы наведем порядок. Тогда, конечно, эти люди уже как бы интегрируются в наше общество получше. Да, Хосе, ну еще есть такой момент. Во время оккупации заселенные, они незаконно заселяются. Все певцы, все спортсмены, которые приезжают к нам, дают концерты, эти люди тоже должны быть подвергнуты или санкциям, или же потом амнистированы и прощены. Потому что на наших костях, на нашей крови приходят пляски, устраивают бои, спарринги, и заселяются русские, пользуясь тем более-менее смелые и более-менее такие прозорливые русские, которые понимают, что чеченцы, ну, которые знают чеченцев, которые знают, что чеченцы не представляют угрозу, или же это родственники оккупантов, их обслуга и так далее, которые из гражданских. Поэтому я думаю, эти люди должны будут получить моментально депорт. В одном направлении. Естественно, ты знаешь, это пример Украины в Крыму, да, если какой-то российский деятель, любой даже, не обязательно там русский, если даже чеченец поедет сегодня в Крым, то он попадет в список людей, да, которые не будут допущены, не будет дана виза на Украину. Да. Это правильно. Вот такая практика, конечно же, мы будем применять. К сожалению, сегодня мы не имеем таких возможностей, к сожалению. Но в будущем все равно вот эти все моменты мы будем учитывать. Сейчас у нас есть определенный опыт в этом деле, да, опыт наших друзей, украинских друзей, других прибалтийских, которые в свое время вышли из состава Российской Федерации, Советского Союза, и вот построили такое правовое государство. Мы просто должны у них принимать опыт. Нам ничего не надо велосипед изобретать. Просто взять законы, посмотреть, подходят, их просто перенести калькой на наши законы, и все. И тогда мы сможем действительно построить нормальное демократическое государство и не дать этим людям, которые незаконно вошли на нашу территорию, потом в дальнейшем гадить им, потому что любой, кто там остается, как мы знаем, даже в Украине, те люди, которые сегодня, может быть, родились в Украине, живут, не хотят учить украинский язык, не уважают украинскую нацию, всячески препятствуют Украине интегрироваться в Европу, да, там разными саботажами и так далее. То есть это тоже нам надо учитывать. Вот эти вещей мы не должны допускать. Мы понимаем, что такие будут, и эти люди опасны для государства. Поэтому их надо брать все равно на учет,
надо с ними в дальнейшем работать, конечно, тоже. Да, совершенно верно. Так, я немного перемотаю. Так, Ичкерия, Машволь, Ичкерия. Мы вернем все землей, которую русские забрали. Да поможет нам Аллах, Ичкерия. Амин, Машволь, Ичкерия, Шах. Здесь был один пример, Арабские Эмираты, где, говорят, спутник запустили и так далее. Ну, развивается наука и так далее. Да, конечно, тоже благодаря Америке, благодаря Западу все это делается, не благодаря другим арабским государствам, которые там находятся рядом, да. Там мы этого не видим. Мы знаем, что, ну, даже просто элементарно посмотреть все оружие мусульмане, которые имеют на сегодняшний день, которыми воюют, все оружие или сделано в Российской Федерации, да, автоматы Калашникова, которые с большим успехом продают мусульманам, чтобы они между друг друга стреляли, или же оружие, сделанное в Америке, да, но иногда из Китая тоже. Основные вот эти два государства продают оружие. И этим оружием пользуется весь почти что мусульманский мир. То есть своего ничего нету. Нету своих инженеров, нет своих заводов, нет своих фабрик. Да? Там какие-то что-то пытаются делать. Так-то и Иран тоже нет, там ракеты, какие-то торпеды запускают. Но это все в основном военного характера. А люди должны строить для мирного населения, для такого развития, для торговли, чтобы эти вещи были на мировом рынке, да, как айфоны, там, прочие телефоны, телевизоры, компьютеры, были конкурентоспособны, автомобили и так далее, и так далее. Тогда будет прогресс. Ну да, будем рассчитывать, что изменится. Теперь, Хусейн, у нас сейчас уже мало времени, я знаю, тебе надо идти. И стрим у нас через 13 минут, 1,5 часа будет, как мы с тобой планировали, 1,5 часа. У меня вопрос. Вот, Хусейн, смотри, наше общество разделили. Есть люди-провокаторы, которые вот под этой религиозной личиной, вроде вот этого Данильбека, который мне позавчера тут, ну, он много под разными никами заходил, уже давно он мне тут писал, и вчера я его, короче, забанил очередной раз, но я думаю, и он здесь есть, у него, их, знаешь, они несколько собираются с друг другом, может, это один человек, с друг другом там перекидываются фразы, короче, лицемерщик, да, никакой честности, правды, да. И вот такая вот ситуация. Мы разделены не только на тех, кто продался русским, да, именно идейно за деньги продался, а не того, кого вынудили, поставив перед фактом жизни и смерти, а именно вот продавшиеся и так далее. Но даже тех, кого поставили перед фактом жизнь или переходишь на нашу сторону, они переходили, и некоторые из них слишком рьяно выполняли обязанности, возложенные на них оккупантами, что никакого прощения, конечно же, под амнистию такие люди, у кого есть кровь на руках, скорее всего, не попадут. Но это решать нашему государству. Потом появляются вот эти религиозные люди. Я скажу свое мнение по этому поводу. Я, например, их не считаю какими-то врагами. Я их считаю ошибающими, заблудшими, ну, искренних, потому что я общался в этой среде, я знаю много людей из этого, и они неплохие люди сами по себе, ну, вот они пребывают в такой пропаганде и некоторые вещи не понимают. И может возникнуть такая ситуация, нас как уже по подобию Афганистана нас готовят, делает, что вот выйдут русские, сбегут, конечно же, сбегут, как мы видели, не заняло даже 2 недель, по-моему, как они 31-го вышли, 15-го уже Кабул взяли, 31 июля вышли, 15-го талибы взяли Кабул. У нас территория меньше, вопросов к Кадырову и вот этим коллаборантам больше, чем у афганцев.
И вот возникнет такая ситуация. Они уйдут, и мы останемся. Останемся мы, которые стоим на нашем государстве, которое заложили отцы-основатели, руководителям, ну, лидером которых был Джохар Дудаев, демократическое правовое государство. И вот в 1997 году была внесена поправка в Конституцию, написание, что ислам является главной религией, да? Хотя это масло масляное. И так все чеченцы мусульмане, и все знают, что мы мусульмане. Ну ладно, это я думаю, какой-то популистский такой шаг, угоду вот этой риторики, которую нам русские же и навязывали, что мы должны стать там халифатом и так далее. И как-то народу понравится, видимо, была, возможно, внесена вот эта поправка. Но она никак не меняет Конституцию. Ну что говорят эти люди? Эти говорят, что те 300 тысяч людей, Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, другие, третьи, которые избирались в соответствии с этой Конституцией, которые гибли, которые несли этот флаг, договаривались с фашистами о мире под этим флагом, когда уже война заканчивалась, ну и так далее, и так далее. Эти люди фактически говорят нам то же самое, что говорят русские. У вас не должно быть этого государства, у вас должно быть государство, которое хотим мы. Не то, которое мы уже установили, заплатили огромную цену. Ну, оно чуть-чуть другое. Да, мы мусульмане, бесспорно, но они нам говорят, что ваше государство... И в этом случае многие, вот как сейчас в Афганистане, когда на тебя идет вот эта религиозная риторика, и тебе говорят, если ты скажешь даже слово против, ты все, ты в аду, ты вышел из религии. И я себя, молодого особенно, помню, когда мне это достаточно было сказать, и все, и я уже не хотел не иметь ничего дела, потому что я боялся на всякий случай, понимал, что это глупо, самое интересное, я понимал, что это не может так быть, но я думал, я же не знаю религию так глубоко, а какой-то там умный мулла какой-нибудь там, он лучше знает, и не влезал, поэтому как со стороны. И многие могут просто сказать, да, кафирский умшду, шейтан буалбу, ичкери, шейтан буалбу, Дудаев велла 300 тысяч сег велла, ичкери, почав, даватеш. И Эльч, борз, Хусейн, я извини, что много говорю, но у меня вот накапливается сказать, вот этот волк на нашем гербе, как его только, не бедный этот волк, что с ним только не делали, что его нужно убрать, что в исламе нельзя, что это нельзя. Я залез на Википедию и посмотрел мусульманские страны. У многих изображения, в том числе и животных, и орлов, и каких-то непонятных козлов, и на военной символике у разных стран есть изображения разных животных и так далее. А вот нам нельзя было. Это же уничтожение атрибутов наших, да, герб, гимн. Государственности фактически. Да, один из атрибутов. Гимн, герб, конституция, и тогда флаг там и так далее. Вот один из атрибутов, его нужно убрать. Потому что не нравится это вот каким-нибудь там радикальным там чувакам и так далее. Что нам делать надо с этими людьми, Хусейн? Просвещать, вот сейчас, чем мы с тобой занимаемся, понятно. В случае эскалации этого момента, как нам быть? Знаешь, я думаю, что уже мы пережили, да, вот этот этап, переживаем очередной этап. Мы просто в любом случае мы обязаны были, исторически обязаны были пережить вот этот переход из советского, да, такого социалистического строя, потом в демократию пришли, потом бросились в омут религиозный, потом сюда бросились. То есть мы сейчас на стадии поиска находимся, наш народ шарахается из одной крайности в другую крайность. То есть вот этот радикализм, да,
это тоже этап уже пройденный, радикализм. Я не думаю, что в такой мере, который он был, да, Русмартановский, Джамаат, там другие, что это вернется. Я не думаю, если у них не будет оружия, да, то они будут просто гражданами. Власть должна быть жесткая, власть должна регулировать вот это ношение, хранение огнестрельного оружия, естественно, и тогда будет порядок. Но если мы позволим опять, например, создание каких-то джамаатов, да, каких-то вооруженных групп, конечно, будет очень сложно, потому что эти группы сразу будут подпитываться ГРУ Российской Федерации, ФСБ, нашими недругами, будут снабжаться, финансироваться, вооружаться и восстанавливаться против власти. Будут с их помощью проводиться теракты в нашей республике для того, чтобы показать, что, смотрите, чеченцы в очередной раз получили свободу, но пользоваться ими не умеют. Они террористы, они бандиты, все такое. То есть если наш народ сам, не в пример сейчас афганскому народу, да, они, видишь, никакого сопротивления не оказали, такой шанс у них был, ну, просто передать власть нормальным. Америка ушла, какую-то народную власть, там, установить нормальную власть с такой армией, с этими делами, свободно это могли бы сделать, конечно. Они упустили этот момент. Да. Сегодня Талибан накрутит там до чертиков, накрутит, наделает много греха, там много бед принесет этот Талибан еще до того момента, как они осознают, что так нельзя, потому что так нельзя будет только с помощью санкций Запада, Европы и так далее, когда им перестанут давать деньги, перестанут торговля, там, перекроют все эти движения, дороги, и они станут один на один со своим народом, который надо кормить, поить, там, платить зарплаты и так далее. Тогда это правительство поймет, что вне мирового сообщества, да, жить невозможно уже, это не те времена. Это можно, да, там, скотоводством заниматься, чем-то таким, но в нынешней ситуации сегодня, не производя ничего абсолютно, прожить невозможно. Поэтому мы тоже должны, мы, чеченцы, должны думать о завтрашнем дне. Это ты правильно говоришь. Завтра я тоже об этом все время думаю, вот что будет. И у меня, знаешь, слова Джохара Дудаева приходят в голову, когда в 1995 году он в одном из интервью азербайджанскому корреспонденту на вопрос, как у вас дела там, в Чеченской Республике, ответил, да, у нас все нормально, идет война, здесь линия фронта, здесь русские, здесь мы, все ясно и понятно, сказал Джохар Дудаев. Но я боюсь другого. Когда закончится война, и я останусь с 300 тысячами вооруженных людей, умеющих воевать, но не имеющих работы. Вот этого я боюсь, сказал Джохар Дудаев. Поэтому любое государство, молодое государство, первым делом, да, первой задачей, наипервейшей задачей должно быть создание рабочих мест, чтобы население было занято, чтобы население могло честным путем кормить свои семьи, чтобы они могли что-то такое делать, да, производить что-то, товары, которые мы могли продавать. Для того, чтобы иметь такую возможность построить заводы и фабрики, нам, естественно, надо себя миру показывать нормальными людьми, готовыми сотрудничать, не людоедами никакими, не зверями, да, приятными, нормальными людьми, с которыми можно иметь дело. Поэтому весь этот бизнес и прочее, что сегодня двигает экономику, никакой бизнес к нам не придет, если, например, у нас будет опасно. Если этих людей будут похищать или убивать, или там грабить, будут, да, то кто к нам придет? Никто не придет. И никакая сила в этой республике, если мы не сможем дать зарплату людям, рабочие места создать, там, медицину обеспечить и так далее, то кому эта власть нужна? Что такая власть не как бы радикальная власть, что демократическая власть абсолютно она никому не нужна будет, народу, потому что народ – это власть вообще. А что такое власть? Да? Это управленческий аппарат, который управляет всеми процессами, которые в этом государстве. Транспортом, всякими рабочими силами, заводами, фабриками, экономикой, медициной. Это чисто управленческий аппарат. И он должен четко, как часы, функционировать. Вот наша задача его просто запустить правильно, чтобы он работал. И все. И тогда будет прогресс, и тогда будет наш народ чувствовать себя в безопасности. Именно в такой стране, да, где у него будет
такая гарантированная медицина, там гарантированные рабочие места и так далее. Обучение, школы, университеты. Все. Это можем предложить только, ну, как бы демократы могут, демократические какие-то продвинутые люди могут предложить такой путь развития. Или же, как Кадыров сейчас сделал, да, там 1400 мечетей понастроил в Чеченской Республике. Или может такой путь развития, да, где ни одного рабочего места не создано, вот только построили мечети, чтобы там через ФСБшный АМУЛ оболванивать людей. Только для этого всего лишь, для того, чтобы покорить людей, для того, чтобы сказать, смотрите, вон Иван Владимир Владимирович, да, нам мечети разрешил строить. Как мне тут один деятель сказал, поехал домой, приехал, дома хорошо, говорит, там же молиться можно, там уразу держать можно, они же ничего не делают. А я ему сказал, мне такая молитва, да, которую мне разрешают делать, русские, мне не нужна такая так молиться, да. Мне, например, марф не нужен, который русские разрешили, я могу марф, каб, да, уразу держать. А когда русские не разрешают, я этого не могу делать. Мне такое тоже не нужно. Человек должен быть свободным, он сам должен выбирать, когда ему что делать, как ему делать, куда, в какую сторону ему молиться. Это его личные внутренние проблемы. Да? И поэтому здесь никаких регуляторов не должно быть со стороны как бы радикалов каких-то. Да, все верно. Ну, будем надеяться, Усе, что в ближайшее время изменения, процессы будут происходить, и нам нужно готовиться, у нас с тобой много дел, Хусейн, намечается и на сентябрь, и на октябрь, и так далее. Будем работать, и да, все будет Ичкерия. Вот я хочу наш разговор закончить репликой Фреймана антипутинизм. Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, но потому, что некоторые видят это и ничего не делают. Альберт Эйнштейн. Давайте работать, давайте делать что-то. Нельзя сидеть и ждать манны небесной. Никто ее не кинет. Только движение самих себя даст оживить нам вот эту ситуацию. Да, совершенно верно. Абсолютно так. Каждый ответит за себя, Хамзат Гилаевс. Да, каждый ляжет только в свою могилу, и каждый будет отвечать только за свои грехи. Поэтому было бы понятно, Хусейн, если бы эти люди реально придерживались и соблюдали бы. Которые придерживались, соблюдались, сидят, соблюдают и никуда не лезут. А эти, я не знаю даже. Ну ладно, это... Вечная тема. Да, это есть закон, этот закон мы будем соблюдать. Да, Аллах. Другого выбора в этом мире ни у кого не было, если хотят построить справедливое общество, которое охраняет, заботится о стариках, о детях, об инвалидах. Если мы такое общество хотим построить, это только такое общество справедливое, честное мы можем строить, потому что другое нам не подойдет, то мы должны уважать закон. Закон – это Конституция от 92 года. На этом наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Да, Алла. Да, Алла. Ичкерия, Адикюэль. До свидания, до новых встреч. Адикюэль, Маш Ойл. До свидания.